Потому что все начинается от того, вы боретесь за свое будущее какими оружиями. Вы можете создавать свое будущее двумя путем. Один путь через физический труд, работая круглые сутки, работая трудом, понимаете, много-много работая. Или втором, создадите свое будущее, именно создавая ту сознание, которое помогает этим стать быстрее и лучше качества. Это очень важная вещь. С казахстанцами мне говорят, что вы человек, который сломает стереотипы, сломает восприятие. Так и есть на самом деле. И я думаю, что так и должно быть. Поэтому первая вещь, которую сегодня я хотел с вами поделиться. Пожалуйста, вы будьте итогом, в конце концов, тем человеком, кем вы себя воспринимаете. Если вы будете игнорировать богатство, хоть круглый год работаете, его не будет в вашей жизни. Поэтому первым образом, если себя не можете убедить, как вы можете жизнь убедить, доказать этому? Второй важный, интересный вещь. Человек до тех пор, пока читает внешние обстоятельства сильнее, чем он сам, он не может изменить что-то вокруг себя. Человек до тех пор, пока читает, что внешние обстоятельства непреодолимо, внешние обстоятельства якобы сложно, якобы у нас это нереально и так далее, он остается рабом этой ситуации. Я это хорошо понял, когда был в долгах. Я очень хорошо понял, что первые 2 года я читал, что это очень тяжело, это очень трудно. Я попал в такую ситуацию, это неожиданно. Я обвинял всех подряд, обвинял своих подчиненных, партнеров, кого угодно. Я читал, что внешние обстоятельства, и я оказалась просто жертва судьбы, случайно оказалась там, и так далее, и так далее. Потому что когда человек не умеет что-то делать, он постоянно думает, что за это виноват судьба. За это кто-то другой, государство, соседи, жена, муж и так далее. Внешние обстоятельства начинают давить на тебя до тех пор, пока ты себя считаешь, что как будто ты не способен что-то изменить. Но стоит, чтобы человек принял решение, что независимо от того, что творится в мире, независимо от того, что будет вокруг, я свою жизнь создам хорошую. И даю вам слово. Тут же появляются лучшие люди. Люди, которые будут помогать вам. Люди, которые поддерживать будут. Люди, которые ваши идеи понимают. Люди, которые будут вдохновлять вас. И вы по чуть-чуть начинаете повлиять на свое окружение. И потихонечку вы это обстоятельства меняете. Она за одну ночь не изменится, как телевизор, что пульт нажимал, менялось. Нет, но потихонечку изменяешь точно. Я был в долгах, я это понял. Огромное количество долги, море проблем. Я это понял. Как я принял решение, что я Аллах, до последнего копейка я верну. Я принял решение, что до последнего копейка каждым этим людям буду в первую очередь вернуть. Дай мне сила. Когда поработал над своим намерением, все изменилось. И эти долги стали для меня, знаете, как сила превращалась, мотивация превращалась, что быстрее закрыть, быстрее развиваться и так далее. Почему? Потому что это, оказывается, от тебя самого зависит. Так что, верьте своим идеалам и верьте, что ваши будущее будут лучше. Именно так, как вы верите, вот такими вы станете и сделаете. Если кто-то приходит вам и говорит, у нас это не работает, у нас 150. Ему скажите, это у тебя, не у нас. Не смешивай меня с собой. Я другой. Когда 3-4 раза собрал всех своих родственников, посидели, я рассказывал им, делайте так. Это 2002 год, 2004 год, 2006 год, 2007 год. 3-4 раза, когда попытался до них донести. В тех годах $500 можно было делать бизнес. В тех годах.
Я помню, я сказал, если у кого-то нету денег, давайте по $100 соберем, одному отдадим, пусть он начинает. Потом следующие полгода соберем по $100, второму отдадим. Потом соберем по $100, третьему отдадим. Потихонечку появится через 2 года у всех бизнес. И итоге получается, у кого бизнес, доход 2 раза больше, чем у того, у кого нету бизнеса. И он это $100 легко вернет. Поскольку у ребят было бедное мышление, они меня не услышали. Я помню, в 2006 году, последний раз, когда об этом говорили им, я им сказал, ребята, я не с вами. Я не хочу оставаться так. На том же уровне, где вы хотите оставаться. Я не с вами. Поэтому с того дня я создал себя еще 2 раза больше усилий, время, удалил себя. Я не хожу по свадьбам, я не хожу туда-сюда. Я создал свою личность. Хочу вам сказать так. Станьте важным человеком, успешным, от вас будет польза больше. Вы согласны? Это так. Вы согласны, что мы своим женам, своим детям нужны успешные? Своим детям успешный отец нужен. Так? Своим родителям успешный сын нужен. От этого будет польза больше. Поверьте, это так. Поэтому вещи, которые я рассказываю, надеюсь, что они дойдут до вас. Надеюсь, что вы меня слышите не ушами, а своим сердцем, своим существом. Потому что это ваше будущее. Отсюда, когда вы уходите, делайте одно самый важный выбор для себя. Первым, пожалуйста, научитесь себя воспринимать, кем вы мечтаете. Первая вещь. Когда отсюда уйдете, научитесь себя видеть тем, кем вы действительно мечтаете. И верьте в этого человека, который внутри вас есть. Доверяйте ему. Пусть это будет ваша детская мечта. И работайте всю оставшую жизнь, чтобы он стал этим. В шахмате играете? Вот эта фигура самая последняя фигура в шахмате. Да? Вы понимаете, что говорит эта игра? Эта игра говорит о том, что, если вы заметили, если эта пешка до конца дойдет, изменяет свою судьбу. Это его мечта. Да или нет в этом игре? Видите, все себя видят пешки, только один из них видит, что нет, я другой. Я стану этим. Это означает, что у любого человека есть шанс. Поэтому будущее – это человеческий капитал. Не думать, что если у вас завода нет, денег нет, как будто у вас шанса нет. Нет, ребята. Человеческий капитал – будущее. Работайте на свое образование 2 раза усерднее. Еще более усердно работайте. И вы меня поймете когда-нибудь. Потому что это большой капитал становится очень скоро. Очень скоро. Вы не востребованы в этом городе. В мире полно места, где ваши мозги будут востребованы. В мире полно места, где вы будете востребованными. Потому что если у вас будут мозги, вы везде нужный человек. Вторая вещь, которую очень хочу, чтобы еще раз акцент делать. Никогда не соглашайтесь, что внешние обстоятельства сильнее вас. Иначе у вас будут постоянно ситуации, которые могут остановить вас. Постоянно будут неудобства. Постоянно будут, знаете, гладко успех не бывает. Постоянно будут, знаете, что-то не хватает, что-то не получается, кто-то подводит вас. Вы думаете, что у меня нет проблем? Вы думаете, что если человек чуть-чуть стал успешным, у него нет проблем? Жизнь и доля успешных людей, доля жизни успешных людей, больше проблем, чем жизнь обычных людей. И это нормально, это естественно. И ты, решая их, ты растешь. Ты решая их, ты растешь. Ты решая их, растешь. Знаете, третья вещь, которую очень хочу, чтобы унесли с собой. Это инструмент, который вы принимаете решение. Инструмент, который вы принимаете решение, он особенный. Я заметил, что большинство людей принимают решения, исходя из своей ресурсной возможности. Это их не проблема. Повторяю, люди принимают решения, исходя из своей ресурсной возможности. Они говорят, если деньги есть,
так можем сделать. Если денег нет, это нереально.